Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 10 марта в нашей истории. 10 марта 1866 года царским правительством утверждено положение о заселении Черноморского округа. Территория между реками Туапсе и Бзыбь предназначалась для переселенцев и продажи в частную собственность. Указанный район был изучен специальной комиссией под руководством Николая Муравьева. По данным комиссии, хлебородные участки указанной местности составляли около 80 тысяч десятин, что было достаточно для поселения 3376 семей. В обоих бассейнах рек Псоу и Мзымты уже несколько лет не было никаких признаков жизни, свидетельствовал и Александр Верещагин, путешествовавший в 1870 году по Черноморскому округу. Другой путешественник Альфонс Варгас де Бедемар писал: «Черноморский берег в настоящее время совершенно освобожден от горцев. Поля при сильной растительности края стали зарастать разными кустарниками, и в скором времени, если все будет идти таким же порядком, не останется никаких следов прежней культуры». 10 марта 1917 года на совещании представителей Сухумского округа был сформирован местный орган Временного правительства в Абхазии – Комитет общественной безопасности под председательством абхазского князя Александра Ширвашидзе-Чачба, а также милицию во главе с князем Таташем Маршания. 10 марта 1921 года Ревком Абхазии обратился с телеграммой к Владимиру Ленину о том, что на всей территории Абхазии победила советская власть. 10 марта 1994 года парламент Грузии принял постановление об оккупации абхазами территории суверенной Грузии и поставлен вопрос о привлечении депутатов Верховного Совета Республики Абхазия к уголовной ответственности. Комментируя данное постановление, председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба отметил, что оно влечет за собой негативные политические последствия. Грузинская сторона вновь сделала ставку на силовое решение проблемы, подчеркнул он. Вся ответственность за возможное возобновление боевых действий целиком и полностью ложится на руководство Грузии, добавил Владислав Ардзинба. 10 марта 2008 года в связи с выходом России из режима торгово-экономических санкций в отношении Абхазии комиссар ЕС по внешним связям Бенита Феррера-Вальднер заявила, что Россия, возможно, готовится к признанию независимости Абхазии. Существует все возрастающее волнение и тревога в связи с тем, что Россия может готовить путь для признания Абхазии, сказала она. 10 марта 2011 года партия экономического развития Абхазии перешла на центристскую платформу. Председатель партии Беслан Будба на пресс-конференции заявил, что отношения власти и оппозиции зашли в тупик, и эра должна стать связующим звеном для налаживания конструктивного диалога. 10 марта 2012 года состоялись выборы в парламент Абхазии 5-го созыва. На 35 депутатских мест претендовало 148 кандидатов, из них 16 женщин. Выборы состоялись во всех избирательных округах, однако необходимое для победы в первом туре количество голосов получили лишь 13 кандидатов в депутаты. 10 марта 1929 года родился Астико Гварамия. В 60-е годы Астико Гварамия был первым секретарем Абхазского обкома комсомола, первым секретарем 3 райкомов партии – Сухумского, Гудаутского и Гагарского. Астико Гварамия избирался депутатом Верховного Совета Абхазии нескольких созывов. 10 марта 1931 года родился Шот Арстаа, языковед, доктор филологических наук, академик, первый президент Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии имени Георгия Дзидзария в области филологии за книгу «Грамматика абхазского литературного языка. Фонетика, фонология, словообразование, морфология». Ученую степень доктора филологических наук получил за диссертацию «Проблема простого предложения в абхазском языке». Профессор Аго Арстаа вел курсы лекций по истории лингвистики, учений, фонетики, фонологии и синтаксису абхазского языка. Вопросы абхазского языка ученый изучает в широком сопоставлении с абазинским, адыгским и другими родственными языками народов Кавказа. Им создано около 40 научных трудов, в том числе целый ряд монографических исследований, а также вузовских и школьных учебников и учебных пособий. خضر حركة استخوسو وبري خضر زحو حكفلارو أتارز موج قوقت في حمو حابت في جزء وبري خضر حركة زحو
حزلقة زوس غنا خمز حمقرت بابري بشران خمز شحم جازيفش أبري حاجيت في كيوبي حاجي وديوب والإسلام غريغوري بيوبا سيريت هاي بشرجها هاي دخا يتجي ويتكسي خنتاز يخنتو وسكو حبل غشتوب بس ياشون يزيل عزوبريوب هندكارا يخدي هندكارا كلر داري وديوب بريغمت خضر أنا ما جرت شو. 10 марта 1936 года родился Георгий Амичба, историк-кавказовед, профессор АГУ, кандидат исторических наук. Основное направление научных исследований Георгия Амичба – раннесредневековая история абхазского народа. Он основательно изучил историю коневодства и верховой езды, национальный характер и особенности культуры верховой езды абхазов. Георгий Амичба, соавтор книги «Абхазы», работал деканом историко-филологического факультета Сухумского государственного педагогического института, заведующим кафедрой истории, археологии и этнологии АГУ. Георгий Амичба также руководил аспирантами и соискателями ученых степеней. 10 марта 1938 года родился Юрий Барателия, мастер спорта СССР по конному спорту, тренер. Вначале занимался вольной борьбой, затем классическими видами конного спорта. В 1974 выиграл 2 первых места по преодолению препятствий среди конников. Многократный чемпион и призер Абхазии по прыжкам. Как тренер воспитал 7 мастеров спорта СССР. 10 марта 1941 года родилась Заира Амкуа-Бермолова, заслуженная артистка Абхазии, актриса психологического и комедийного дарования. Свою творческую деятельность она начала в Тхорчальском театре под руководством народного артиста СССР Шараха Пачалия. Затем работала в Абхазском госдрамтеатре имени Самсона Чанба. 10 марта 1955 года родился Надар Чанба, дирижер, кандидат искусствоведения, народный артист Республики Абхазия, ветеран национально-освободительного движения абхазского народа. Надар Чанба внес огромный вклад в развитие музыкального искусства Абхазии. Он является автором многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки, а также обработок древних абхазских песен и духовных песнопений. Работал художественным руководителем, главным дирижером Государственной хоровой капеллы Абхазии, был министром образования и культуры Республики Абхазия, а также художественным руководителем хорового ансамбля Life and Dream Singers в Южной Корее. Надар Чанба – профессор Сеульского университета Санмёнь, главный дирижер Корейского филармонического оркестра. أقازر يجو أوسويتشا أكولتورا يجو أوسويتشا يحرقني قصتو يزبنزر أحنتكرر أكولتورا فوندامنت سيزمو ويحنتكرزم ويجونجلي هزشتو أبري حدرو زروب زجي يردرو زروب أكولتورا أتصزروب أبري زجي فوندامنت أحنتكرر فوندامنت سيو أكولتورا بواحد شكاغزم. 10 марта 1959 года родился Роман Черикбая, мастер спорта СССР, судья международной категории, заслуженный тренер Республики Абхазия, кавалер ордена Леона. Роман Черикбая – неоднократный чемпион Абхазии и Грузии по боксу. Принимал участие в первенствах СССР. В ходе Отечественной войны народа Абхазии участвовал во всех основных наступательных операциях на Гумистинском фронте. После войны работал главой администрации села Цандрыпш, избирался президентом Федерации бокса Республики Абхазия. Одновременно продолжал тренерскую работу с ведущими боксерами Абхазии. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 10 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это плюс 7 градусов. Самая же низкая температура в 2012 – минус 1 градус. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.